Добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите представиться. Меня зовут Андрюхина Анжела Петровна. Я учитель русского языка и литературы 5-й школы города Усинска. Также я являюсь руководителем кадетских классов и куратором юноармейского отряда. В 2006 году на базе нашей школы были впервые открыты кадетские классы. С 2016 года руководство кадетскими классами возглавляю я. Также в 2016 году на базе нашей школы был открыт первый юноармейский отряд «Патриот». Начиная работу в этом направлении, я столкнулась с рядом трудностей. За 4 года была проделана огромная методическая работа, которая оценена на высоком уровне в республике. Мы все понимаем, что организация духовно-нравственного воспитания в школе, в семье, в обществе очень важна. Мной была разработана программа воспитательной работы, воспитания человека, патриота и гражданина для кадет и юноармейцев. По данной программе я работаю уже более 4 лет. Я привожу цель, содержание и способ организации воспитания детей в соответствии с реалиями нынешнего времени и перспективами развития российского государства и общества. Основная цель программы – создание учащихся системы знаний, подготовка их к жизни. Особенную ценность имеют традиционные мероприятия, которые проводятся каждый год, меняется лишь их тематика и формы проведения. Мы воспитываем гражданина, патриота, развивая чувство сопричастности к судьбам Отечества, вовлекая каждого ученика школы в воспитательный процесс, развивая у детей самостоятельность, ответственность, инициативность. Для получения результатов необходимо постоянно отслеживать изменения. Как учитель, так и ученик должны давать оценку своей деятельности, уметь анализировать ту или иную ситуацию. Мы разработали лист достижений, который ведется ребенком на протяжении 5 лет. В него вносятся все важные достижения кадета, юноармейца. Вся воспитательная система основана на важных направлениях. Каждая из них основана на определенной системе базовых национальных ценностей. Первый этап воспитательной работы – это изучение учащихся. Так как дети в 5 класс поступают из всех школ города, необходимо проводить работу по сплочению коллектива с привлечением ребят и старших кадетов. Необходимо постепенно приобщать новобранцев к нашим традициям, системе работы, изучить потребности, интересы и склонности ребенка. Второй этап – проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности. Нужно способствовать формированию доброжелательного отношения в роте посредством привлечения учащихся к коллективно-творческим делам. Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья, для ситуации успеха, развивать самоуправление, стимулировать интерес к развитию способностей в каждом ученике, развивать сотрудничество с родителями учащихся посредством их включения в организационный и воспитательный процесс в школе. Третий этап – формирование механизма построения и функционирования воспитательной системы. Можно выявить 6 направлений деятельности. Первая целевая подпрограмма «Я и мир знаний», которая формирует эмоционально-положительное отношение к учебному труду, знаниям, науке. Вторая целевая подпрограмма «Я и окружающие люди», направленная на формирование качеств личности, отвечающих представлениям об истинной человечности, доброте, сострадании, милосердии, изучении культурных, духовно-нравственных ценностей своего народа. Третья подпрограмма «Я и здоровье». Важна пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, использование здоровьесберегающих технологий через систему спортивных мероприятий. Четвертая целевая подпрограмма – привитие навыков экологического воспитания и бережного отношения к природе. Следующая подпрограмма «Я и красота вокруг». Она включает в себя знакомство с культурным наследием прошлого, духовным богатством родного края, развитием чувства прекрасного, обогащение духовного мира детей. Следующая подпрограмма «Я гражданин-патриот». На ней я хотела бы остановиться подробнее, так как в воспитательной системе кадетских классов и юноармейского отряда она имеет приоритетное направление и включает в себя воспитание человека, осознанно и активно исполняющего свой гражданский долг, воспитание уважения к государственной, кадетской, юноармейской символике, героическому и историческому прошлому нашей страны. Проведя опрос среди родителей и учащихся при составлении программы, я выяснила, что опрошенные считают, что в стране нужно больше внимания уделять патриотическому воспитанию молодежи. Важно, что все опрошенные, а их около 100 человек, считают, что семья и школа оказывают важное влияние на патриотическое формирование молодежи.
Содержание и форма патриотического воспитания различны. Подростка необходимо поставить в позицию полноправного участника процесса, готового принимать активное участие в воспитательном процессе. На базе школы активно внедряется самоуправление. Малая академия школьных наук, совет командиров роты. Ребята сами планируют и проводят многие мероприятия. Необходимо создавать ситуации, в которых подросток упражнялся бы в гражданской деятельности, осознавал свои обязанности по отношению к коллективу, обществу, ответственность за свои поступки. Основными направлениями в воспитательной работе в подпрограмме «Я гражданин-патриот» являются изучение истории России – это одно из важнейших направлений, экскурсии, встречи с интересными людьми, земляками, посещение музеев, памятных мест. Все это путь к повышению эффективности патриотического воспитания. За последние годы я со своими учениками посетила множество городов и считаю, что если увидеть своими глазами исторические места, прикоснуться к истории руками, то эта информация останется в памяти навсегда. Взаимодействие с ветеранами Великой Отечественной войны, локальных войн, в патриотическом воспитании подрастающего поколения велика. Их выступления на уроках мужества, их рассказы о сражениях с врагом, о подвигах боевых друзей часто служат толчком к началу или активизации поисковой работы. Творческие мероприятия способствуют развитию личности. Для патриотического воспитания имеют большое значение мероприятия, рассчитанные на пропаганду военной службы, прикладных видов спорта. Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения также является первоочередной задачей. В нашей школе сложились традиции посещения храма, иконы Божьей Матери, умягчения злых сердец. Ребята узнают от игумена Гермогена об устройстве православного храма, о том, как себя необходимо вести во время богослужения. Также во время бесед настоятель рассказывает о том, почему православные христиане почитают иконы. Ребята посещают церкви в будни и в праздники. Частым гостем юноармейцев и кадетов является иеромонах Арсений, который проводит лекционную работу по основам православия и участвует в качестве эксперта и ведущего в круглых столах и диспутах по морально-этической тематике, в том числе и в вопросах семейного воспитания. Еще одним направлением, на мой взгляд, очень важным, являются научно-практические конференции, которые традиционно проходят в школе один раз в триместр, их направления разнообразные. Вся эта колоссальная работа не приносила бы высоких результатов без налаженного тесного сотрудничества с учреждениями и организациями города, педагогами школы. К безусловным достоинствам воспитательной деятельности с учащимися кадетами можно отнести следующее. Кадетское воспитание в Усинске востребовано, популярно, причем не только для усинцев, но и гостей нашего города. Участие в акциях, знакомство с культурой народов мира, участие в Зорнице, Орленке, форумах, фестивалях позволяют ребятам реализовать себя. Кадеты, юноармейцы имеют многочисленные грамоты, благодарности и нагрудные знаки. Впервые в 2019 году был проведен кадетский бал, который вызвал восторженные отзывы участников и у гостей мероприятия. В 2019-2020 году мы стали победителями грантового конкурса «Лукойл», и теперь в нашей школе есть клуб «Лазертаг». За последние 2 года 3 класса получили профильное направление. У нас появились классы МЧС, МВД и кадеты-десантники. Воспитательная программа по патриотическому воспитанию охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь детей. Разнообразную деятельность и общение, влияние социальной и предметно-эстетической среды. Патриотическое чувство не рождается само собой. Это результат длительного, целенаправленного воспитательного воздействия на человека. Продуманная и хорошо спланированная работа по патриотическому воспитанию поможет нам воспитать настоящего гражданина. Созданная модель помогает целенаправленно и обоснованно строить воспитательную работу, сосредотачивать усилия на решение наиболее важных педагогических проблем, согласовывать устремления действий учителя, учащихся и родителей при планировании и организации жизнедеятельности. А это, несомненно, должно способствовать повышению эффективности педагогической деятельности, достижению более существенных результатов. Спасибо за внимание.